Ил-114 на замену Ан-24. Авиационный флот Якутии начнет обновление к 2022 году. Разработки якутских инноваторов. 2 проекта получили престижные гранты от Фонда развития Сколково. Цех Европы. Якутяне соберутся в Риге, чтобы отметить светлый праздник народа Саха. В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. В Якутск прибыл самолет, который летел из Москвы в Якутск и вынужденно приземлился в Норильске. Самолет Boeing 737 авиакомпании S7 сел в аэропорту Красноярского края из-за ухудшения состояния пассажира. Об этом нашему телеканалу сообщил пассажир, находящийся на борту воздушного судна. Информацию подтвердили в справочной службе аэропорта Норильск. Лайнер совершил посадку в 7:16 по якутскому времени. К борту были направлены кареты скорой медицинской помощи и пожарные. После оказания помощи пассажиру самолет продолжил свой полет. Авиационный флот Якутии начнет обновление к 2022 году. На замену самолетам Ан-24 в Якутии придут воздушные суда Ил-114. Об этом заявил глава региона Айсен Николаев в ходе прямого эфира в своем аккаунте в социальной сети Instagram. Он отметил, что в настоящее время идут переговоры о получении 3 уже выпущенных самолетов Ил-114 с американскими двигателями. Что касается магистральных судов типа Boeing 737 и выше, то Айсен Николаев отметил, что перед руководством авиакомпании «Якутия» поставлена задача в 2022 году выйти на соответствующий уровень рентабельности предприятия и обновить воздушный флот. Тем временем на реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта Алекминска выделено около 3 миллиардов рублей. Ремонт аэропорта обсуждался на встрече исполняющего обязанности главы района Эдуарда Кондратьева с генеральным директором компании «Аэропорты Севера» Вадимом Волковым. Работы планируется завершить в 2021 году. Конкурсные процедуры объявят 13 июня. На данный момент аэропорт принимает воздушные суда Ан-72, Ан-74, Ан-12 и вертолеты всех типов. В теплое время года Алекминский аэропорт становится недоступен на некоторое время из-за дождей и размокания полосы. Ледоход на Лене достиг Булунского района. Нижняя кромка наблюдается в 50 километрах ниже села Сиктях, сообщает МЧС по республике. На реке Колыме активная фаза ледохода проходит по территории Нижнеколымского района. Нижняя кромка в 35 километрах ниже поселка Колымское. На реке Индигирке ледоход проходит по территории Абыйского и Алайховского районов. Нижняя кромка в 88 километрах выше поселка Оленегорск. На реке Яне лед проходит по территории Устьянского района. Нижняя кромка наблюдается в 30 километрах выше поселка Казачье. На реке Оленек активная фаза проходит по территории Оленекского улуса. Нижняя кромка льда наблюдается в районе гидропоста Сухана. Подтопленных населенных пунктов нет. Система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций будет усовершенствована. Инициативу правительства с соответствующими поправками в законодательство обсудят сегодня на заседании Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Документом предлагается уточнить состав и задачи органов управления единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, порядок принятия решений об установлении уровней реагирования, полномочия Кабмина и региональных властей по защите населения и территорий и задачи аварийно-спасательных служб, в том числе при планировании действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Вопрос качества питьевой воды стоит остро в поселке Усть-Нера и Артык Аймиконского района. С проблемой ознакомились наши коллеги. Активная фаза ледохода на Индигирке в районе Усть-Неры завершилась. Уровень воды упал, и жители Усть-Неры облегченно вздохнули. Холодная вода из крана значительно посветлела. Этот ручей – ближайшее место, где можно смело набрать чистую питьевую воду. А недавно здесь даже выстраивалась очередь. Ну, в основном-то, конечно же, для приготовления пищи набираем воду. Для питья приходится покупать в магазинах, потому что вода очень-очень грязная. В магазинах бутилированную питьевую воду разбирают очень быстро. Как рассказал нам владелец только одного магазина, в неделю реализуется 400 бутылей питьевой воды. Сложнее всего многодетным семьям. Ежедневно только на приготовление пищи используется около 10 литров воды. Затратно.
В поселке год назад открылся пункт разлива воды. Здесь речную воду фильтруют и разливают по бутылям. В этом году ввели услугу доставки. Распутится. Сейчас вода грязная у нас в поселке, поэтому в день где-то 2 тонны воды берут. Услугу водо-теплоснабжения осуществляет АО «Теплоэнергосервис». Филиалом на месте проделана большая работа. Приглашенными водолазами осмотрена каптажная галерея, очищены приемные колодцы, ведется реконструкция колодца подъема воды, установлены дополнительные емкости, но это проблему не решило. Рассматривается несколько вариантов теплоэнергосервисом. Это и строительство новой каптажной галереи, либо очистных сооружений, либо это фильтрационный комплекс, либо что-то другое. Но все это огромные деньги. То есть само предприятие вряд ли потянет. Поэтому они сейчас готовят документы для того, чтобы войти в программу республики и чтобы республика частично могла помочь. А пока идет обсуждение и обмен бумагами, жители продолжают ездить на ручей за чистой водой с канистрами и флягами. Артур Старостин, Светлана Поцелуева, Аймиконский район. 2 якутских инновационных проекта получили престижные гранты от Фонда развития Сколково. В Москве в рамках форума «Стартап Village» прошел конкурс бизнес-концептов. Среди сотен претендентов отличились наши земляки – резиденты IT-парка и технопарка Якутия. По 2 миллиона рублей получили разработчики робота-пылесоса «Ведроид», а также ребята, которые придумали приложение для фитнеса. Также в рамках форума прошло подписание соглашения между нашей республикой и фондом Сколково о дальнейшем сотрудничестве в сфере реализации инновационных проектов, таких, например, как «Умный город». Московские эксперты также отметили, что якутские резиденты IT и технопарка в скором будущем смогут представить и другие интересные проекты, которые будут востребованы не только в стране, но и за рубежом. У нас уже 2-й год действует программа поддержки региональных технопарков. И нам бы, конечно, хотелось, чтобы якутский технопарк, я думаю, что обоюдное желание, был такой вот опорной точкой, которая позволит резидентам, не выезжая из технопарка, получать, с одной стороны, все сервисы, которые есть, а с другой стороны, самой команде технопарка позволит увидеть и вариться в таком соку, где задаются самые высокие стандарты в Сколково, международные стандарты. Мы стараемся регулярно проводить обучение, стажировки для региональных команд. Это очень важно. Выдача охотничьего билета в России может стать платной. Законопроект обсудили накануне на заседании Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. В пояснительной записке к документу отмечается, что регионы несут расходы на изготовление этих документов при первой и повторной выдаче, поскольку у многих граждан, получивших охотничий билет, он приходит в негодность. В Якутии на эти цели из бюджета израсходовано более 2 миллионов рублей. Авторы инициативы считают, что компенсировать потери бюджетов поможет госпошлина на выдачу охотничьего билета в размере 500 рублей. Законопроект уже получил положительный отзыв правительства страны. Коллектив Амгинской межпоселенческой центральной библиотечной системы презентовал своим читателям разработку сайта электронной библиотеки и мобильное приложение «Амгал-Либ», тем самым став одним из первых в библиотечном медиапространстве среди муниципальных районов республики. Новое приложение, разработанное молодым перспективным предпринимателем Николаем Опросимовым, позволит читателю буквально на ходу обратиться к электронному каталогу, получить виртуальную справку, узнать о новостях библиотеки, оформить удаленную заявку на желаемую книгу. Несмотря на то, что на сегодня пока загружено более 10 книг, в скором времени электронный каталог будет максимально пополняться для читателей. Где-то 3 месяца ушло на разработку приложений сайта. Сайт и приложение они полностью интегрированы друг с другом. То есть получается, если входит в приложение, открывается книга на сайте, получается. Или когда на сайт заходит, тоже в приложение, это тоже учитывается. Это для мониторинга. Мобильное приложение – это старт, прежде всего, Это старт, потому что сейчас как раз после выпуска будут обновления, будут улучшения, согласно предпочтениям наших дорогих читателей. В эти выходные в Риге пройдет европейский ИСЭХ. Якутяне со всего Старого Света соберутся в Латвии, чтобы отметить этот светлый праздник народа Саха. Подробности в материале Максима Кардозу, который не только узнал подробности торжества, но и внимательно изучил место проведения европейского ИСЭХа.
Это территория Латвийского центра дружбы народов. И здесь отмечают свои праздники многие национальные диаспоры, не исключение и якутяне. И когда встал вопрос о проведении в Риге европейского ИСЭХа, с местом определились сразу. Это и неудивительно, только посмотрите, ритуальный комплекс из 3 сергей появился тут 3 года назад. Территория места проведения ИСЭХа небольшая, Сюсхатын не сравнить. Зато здесь уютно и спокойно может разместиться несколько сотен человек. Вот так здесь обычно проходит праздник. Но в этом году, уверены организаторы, точно будет побит рекорд по количеству гостей и участников. Только артистов из Якутии приедет больше 50. В этом году очень большие мероприятия. Готовимся уже давно, уже полгода, даже больше. Планируют приехать земляки из всей Европы, из 13 стран, даже Африка. Поэтому стараемся сделать все как можно на высшем уровне. Главное, чтобы люди приехали, потому что они делают ИСЭХ. Каждый год на Рижский ИСЭХ приходит Вия Устинова вместе с верным спутником, отцом. Он приехал учиться в Латвию еще в 60-х и остался. Правда, малую родину не забыл и активно прививал и продолжает прививать традиции народа Саха и коллегам, и друзьям. Я помню, студенты приходили, преподаватели, которые учились, ну и работали преподаватели, и праздновали у нас дома, я помню. Мы в лесу собирались и праздновали ИСЭХ. Несмотря на то, что Якутия далеко, хочется как-то собраться вместе. Узнать о далекой Северной Республике в Латвии в скором будущем можно будет и не только во время ИСЭХа. Интерес к Якутии в Прибалтике большой. В перспективе вполне возможное сотрудничество в сфере туризма, ювелирного и гастрономического бизнеса. Было подписано соглашение между общественной организацией наших земляков-якутян, проживающих в Латвии, и культурно-спортивным комплексом «Лида». Надеюсь, что эти все инициативы, рожденные вот в эти дни, они будут реализованы. Мы много сегодня обсудили вопросов взаимодействия с нашей земляческой организацией. У них много инициатив в области общественных связей, инициатив в области бизнес-проектов. В следующем году европейский ИСЭХ пройдет в Турции. О подробностях говорить еще рано, но латвийское землячество уже готово поделиться опытом и помочь, если надо. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Рига, Латвия. Такова информация к этому часу. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Не переключайтесь.